Здравствуйте, мои хорошие! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, всех вас сердечно благодарю за то, что зашли на мой канал, за то, что вы со мной, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему, что наконец-то начнет меняться в вашей жизни буквально с завтрашнего дня. Загадайте, пожалуйста, на себя, на перемены, и давайте посмотрим, что же начнет наконец-таки меняться. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, интересно. Во-первых, в вашей жизни станет больше светлых дней. Больше светлых, ярких, не знаю, солнечных, праздничных дней. Вы больше будете улыбаться, больше будете смеяться, больше будете как удовольствие от жизни получать. Не только вот проблемы, трудности, печали, но и радости появятся в вашей жизни. Вот здесь четко показано очень много бантиков, звездочек, да, приятных моментов, много светлых дней вас ждет впереди. То есть если сейчас вы в какой-то хандре, в депрессии, в каком-то таком состоянии очень дурственном, болезненном, поверьте, буквально с завтрашнего дня все начнет потихонечку меняться. Именно потихонечку и именно меняться. Да? Не будет так, что вы вот со слезами на глазах, с болью в сердце засыпаете сегодня, а утром просыпаетесь и все, вот смеетесь как не в себя. Нет, так, к сожалению, не будет, а может даже и не к сожалению. Но, тем не менее, вы прям начнете это ощущать, да, вот легче, проще, веселее, интереснее, да, вот в таком ключе у вас все пойдет. Ну, дай Боже, как говорится, да поскорее. Побольше светлых и радостных дней для вас, мои хорошие. Так, еще кто-то с длинным хвостом, длинный хвост. Но это кто-то вам что-то должен. Кто-то что-то вам должен. Причем здесь нет конкретики. Возможно, вы что-то хорошее сделали для человека, и человек это запомнил и думает: угу, отблагодарю, да, отблагодарю. За добро добром воздам. Да, человек идет к вам как с какой-то, с каким-то посылом, разговором, да, что вот я хочу для тебя что-то сделать, я хочу тебя отблагодарить за то-то и то-то. Вы, во-первых, этому человеку обрадуетесь, во-вторых, вам будет очень приятно, да, что вот такой посыл, возможно, это даже впервые в жизни с вами произойдет. И, кстати, этого человека, я так понимаю, что давно вы не видели. Не видели, ну, достаточно долго, да. Вот. И человеку обрадуетесь, и тому посылу, и разговору обрадуетесь. Вообще все понравится. Смотрите, с этим человеком вы какие-то дела будете иметь. И иметь достаточно долго, достаточно долгий продолжительный период. Кстати, все дела с этим человеком будут крайне удачными. Потому что этот человек прежде всего будет думать о вас. Вот с благодарностью, думая о вас, да, человек не будет ни лгать, ни шкурничать, не набивать свои карманы. Да? Ну вот какие-то дела вас будут связывать. Хорошие, добрые, успешные. Так, еще перемена. Но здесь женщина больше времени проводит с ребенком, либо нянчится с ребенком. Может быть, вы бабушка, да, и у вас будет больше возможности проводить время с внуком, либо с внуками. Может быть, вы мама работающая, да, какой-то новый график, либо там удаленная работа, вы будете дома больше времени проводить со своими детьми. Но здесь именно положительный момент. Положительный момент связан с ребенком. Так, еще здесь троечки повыходили, троечки. Но троечка очень, кстати, интересная. Она как троечка и также и восьмерочка. Знания, которыми вы обладаете, которые вы когда-то получили, вам очень сильно пригодятся. Либо благодаря этим знаниям из прошлого вы начнете достигать успеха в будущем. Здесь вы сами себе благодарны за то, что вы учились, за то, что вы там, не знаю, читали, развивались, какие-то курсы закончили, либо вуз закончили.
вот сами себя благодарите. Востребованы ваши знания, знания, которыми вы уже обладаете. Может быть, кстати, кто-то себя найдет через передачу знаний. То есть вы кого-то будете обучать, там, подтягивать, обучать, с кем-то заниматься. И это вам будет нравиться. Прям удовольствие будете от этого получать. Так, еще перемена произойдет в вашей второй половинке. Ваша вторая половинка. Либо человек, с кем вы проживаете на одной территории. Да? Может быть, вы мама, которая проживает с ребенком. Либо вы проживаете с кем-то из своих родителей. Здесь вас больше будут ценить, уважать, бережнее относиться, учитывать ваше мнение, прислушиваться к вашему мнению. И даже чем-то еще и помогать. Даже если вы не просите и в помощи не нуждаетесь. Здесь вот прям, как хочется сказать, берегут, любят и пылинки задувают. Ну, это, конечно, про пылинки я тут приукрасила, да, это не у всех отыграется, к сожалению. Но вот будете ловить себя на впечатление, что отношения между вами поменялись, что к вам лучше стали относиться, гораздо лучше. И вам это нравится, да. Какие-то вопросы отпадут, там ревность у кого-то отпадет, у кого-то там тревожность отпадет. Ну, потому что, да, когда мир в семье, когда хорошая атмосфера в доме, это же всегда приятно. Спать вы лучше будете, меньше будете ворочаться, да, высыпаться начнете. Ой, смотрите, вообще жизнь поменяется. Так, у кого нет второй половинки, кто один, да, проживает, у вас тут на горизонте несколько поклонников нарисовались. Причем один лучше другого, можно так сказать. Один человек явно вам знаком. Вы либо как-то общаетесь, может быть, в одной компании, может быть, работаете вместе, может быть, живете по соседству, может быть, вместе учились когда-то, да, но знакомое лицо, не чужой человек. А вот второй совершенно новенький идет. Новенький, кстати, очень на лицо симпатичный, прям понравится. Скажете, ой, красавчик, горячий. Да, прям понравится вам этот человек. И вот они вдвоем за вами будут ухаживать. Вот, выбор, в принципе, у вас есть, и время вы будете проводить очень активно, ходить на свидания, общаться, там, в телефоне будете зависать и улыбаться от нежных смс, да, от нежных там сообщений в вашу сторону. Прям романтика попрет, романтика, и романтики будет очень много. Сложно будет сделать вам выбор между двух этих людей. И один хороший, второй ничем не хуже. Да, сложно будет сделать выбор. Ну, девчоночки, развлекайтесь. Да, мужчины, вас тоже это касается, только переворачивайте на себя. Да, две девушки. Развлекайтесь, не спешите, делайте выбор правильно, не ошибитесь. Хотя я даже не знаю, как вы сделаете выбор. Очень классные персонажи рядом с вами. Так, дальше. С левой стороны. С кем-то вы боролись. Боролись, причем тяжело вам было. Тяжело. Какой-то человек вам попался. Не хотел он отступать. Либо она не хотела отступать. Какая-то борьба. Борьба, не знаю, за ресурсы, за правду, за справедливость, за что-то вы боролись. Боролись достаточно жестко. Смотрите, как и вы наносили удары, так и вам наносили удары. Какая-то бесконечная борьба. Бесконечная. Смотрите, человек, с кем вы боролись, перевернулся. Перевернулся и все, и висит, завис. А вы продолжаете свой путь. Здесь я так понимаю, что либо какое-то непредвиденное событие произойдет, да, ваш оппонент перевернется, не сможет продолжать, да, с вами бороться. Ну, либо высшие силы вмешаются и остановят эту битву. Вы пойдете вперед, дальше вперед, да, этот человек просто зависит от той точки и уже никуда с этой точки не денется. Все, перевернулся, замерз, да, примерз, ничего не поделает. Вот. Ну, в принципе, хороший знак для вас. Вы больше будете сил экономить, вы меньше будете думать о каких-то несправедливых моментах, либо нечестных моментах. Но в любом случае это хорошо для вас. Да? Битва закончена. Так, еще мне показывают женщину-воровку. Я понимаю, что не у всех отыграется, но она воровка. Может быть, она конкретно что-то у вас украла, а может быть, она мужчину, например, из семьи увела. Что поменяется?
Ну, во-первых, эта женщина будет менять мужчину, да, скорее всего, вашего под зад ногой, и кого-то другого себе присмотрела. А если она конкретно что-то украла, то может подкинуть вам эту вещь. Подкинуть, либо просто ее где-то, не знаю, выкинуть. Да, грубо говоря, эта вещь к вам вернется. Ну, мужчина может к вам прийти. Не знаю, пустите вы, не пустите, но может прийти. То есть все, что могла, она из этой вещи извлекла, попользовалась. То же самое и мужчиной попользовалась. Нашла что-то более интересное. И ногой под зад, значит, вашего мужчину. Давай, все, возвращайся. У тебя нет больше денежек, да, либо ты там непривлекательный стал, все, устала от тебя, иди, давай, возвращайся домой. Возвращаю. Вот, я не могу понять, обрадуетесь вы, не обрадуетесь, но произойдет именно такая ситуация. Женщина-воровка возвращает украденное. Вот так идет. Так, еще кто-то станет вам помогать. Помощь может быть как и финансовая, так и, например, там, не знаю, продуктами, это, вещами, да, чем-то будет вам помогать. А мне идет как мужчина молодой, может быть, кстати, и не один, да, может, это какие-то волонтеры, либо это какой-то представитель какой-то организации, да, какую-то помощь вам будут оказывать. Она небольшая, но почему бы и нет, это будет для вас хорошим подспорьем. Так, еще кто-то складывает что-то чистое. Знаете, как отмыть свою репутацию, доказать кому-то что-то, оправдаться, очиститься от какой-то лжи. Опять же, это не для всех, но смотрите, я вижу, что вы больше вне каких-то подозрений, либо к вам больше нет никаких претензий. То есть вы абсолютно вот чистый, честный человек, да. И все общество вас так воспринимает. То есть вам удастся доказать, что вы, например, не при делах, ни в чем не виноваты, ничего такого не делали. Это точно будет. Вы все правильно делаете, и вы все всем докажете. Так, еще я вижу решение семьи как-то разъехаться. Если вы проживаете компактно, все на одной большой территории, например, разные поколения, там родители, дети, то здесь как разъезд у вас идет. Разъезд, которому все будут рады. Все будут рады, и все получат удовольствие от этого разъезда. То есть поймут, что все-таки, когда ты живешь меньшим количеством людей, оно как-то проще, да, меньше народу, больше кислороду. Прям мечта исполнится, да, мечта исполнится, и действительно заживете совсем по-другому, спокойнее, гораздо спокойнее, без напряжения, без вот какой-то лишней возни. Так, и еще я вижу перемены в вас. Здесь явно речь идет о вашем самочувствии и состоянии вашего духа. Ну, допустим, вы какие-то лекарства принимаете, они начнут действовать, работать. Вы, не знаю, там, решили похудеть, да, вы сидели на диете, вы влезете в любимое платье, там, либо какие-то любимые джинсы. Прям, знаете, порадуетесь, сами за себя порадуетесь, сами собой гордиться будете. Вот. А что касается духа, то больше уверенности в себе появится, и меньше будете заморачиваться о чем-то, меньше будете за что-то переживать и чем-то напрягаться. Понимаете, вот прям легче станет, легче будете воспринимать жизнь, легче будете что-то делать по жизни. Это тоже очень хорошее состояние для вас идет. Так, ну и напоследок здесь явный знак того, что везение вернется в вашу жизнь. Куда-то оно уходило, да, в отпуск уезжало, кто-то ваше везение мог похитить, а теперь везение возвращается в вашу жизнь. Вы прям это все ощутите, вы это поймете. Везение вернется на ваш порог, ваш дом, вашу жизнь. Я не вижу здесь каких-то глобальных моментов, да, но вот в мелочах прям будете ощущать, что да, мне везет. Мне везет, и моя удачка, она теперь опять со мной. Так, мои милые, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.